хронический стресс, гормональные нарушения, даже COVID-19, семья, дети, жена, несколько рабочих мест, это все про меня, могут, друзья, повлиять на рост волос и, соответственно, да, стать причиной выпадения волос. Как сохранить волосы, ну или как вернуть прежнюю свою шевелюру, мы сейчас поговорим с нашими гостями в студии. Да, сегодня в программу «Салям» посетили хирург, основатель клиники «Волосы.ру», Санкт-Петербург, Шотландия и Ирландия, президент Международной ассоциации хирургов-трансплантологов и специалистов по восстановлению волос Сергей Васильевич Федоров. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. А также сегодня в студии кандидат медицинских наук, президент Ассоциации трихологов Республики Башкортостан, главный врач клиники Гелио Сити Айгуль Ришадовна Ибатуллина. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Да, затронули мы такую тему актуальную даже для этой студии. С тех, кто сейчас Может здесь быть, мне нравится, а присутствует. чего ты начинаешь? Вот. Все же, кому нужна пересадка волос? Сергей Васильевич. Ну, человек начинает замечать о том, что он теряет волосы, когда потеря уже составляет порядка где-то 30-40%. Только в этот момент. Когда это заметно. Да, и в этот момент, конечно, пациент начинает искать, ну не пациент, а, скажем так, потенциальный пациент начинает искать варианты, как можно восстановить то, что было утрачено. И замечательно, что сейчас появилась специализация, появились специалисты, трихологи, которые занимаются именно проблемой восстановления волос, терапевтическим восстановлением волос. Очень важно, чтобы вовремя была произведена диагностика причин выпадения волос. Если есть возможность восстановить это все терапевтическим методом, то тогда это возможно восстановить именно так. Ну а если трихологи, специалисты восстановления волос не смогут помочь именно восстановить таким терапевтическим методом, конечно, в бой вступаем мы, хирурги. То есть наша задача значительно более простая. Взять там, где они есть, и пересадить туда, где их нет. А вот задача трихологов, дерматологов значительно сложнее. Пытаться сохранить то, что еще есть. Подобрать препараты. Или вырастить то, что выпало. Да? На самом деле, самая частая причина обращения к пересадке волос – это андрогенетическое выпадение волос, которое, в общем-то, генетика, да, плюс действительно, вот как сказал ведущий, это стрессы, да, это перегрузки, это нарушение обмена веществ. Все это усиливается, и андрогенетическое выпадение молодеет, поэтому достаточно много пациентов обращаются к пересадке. Мы не можем восстановить все волосы, например, да, то есть, ну, у нас зато есть сейчас возможность сделать это реально, то есть пересадить волосы, они будут реально расти. Здорово. То есть выход есть все-таки. Но с чего начинается поход к трихологу? Замечаешь, что что-то не так, выпадают волосы. Вот в этот момент что нужно делать? Конечно, найти врача-трихолога. Самое основное, что мы делаем, это, конечно, трихоскопия, чтобы определить, какой тип выпадения. Потому что действительно это может быть постковидное выпадение, о нем мы говорили, и действительно оно уже восстанавливается. И это может быть чисто андрогенетическое выпадение, которое обычными лосьонами не всегда удается вернуть. Да? Поэтому тогда уже врач-трихолог может посоветовать обратиться на пересадку волос. Это уже можно сделать действительно в достаточно ранние сроки, когда пациент еще только видит самое начало потери волос. Но тем не менее, Сергей Васильевич правильно сказал, то есть потеря волос уже где-то 30%, она уже действительно видна, и уже пациент уже тогда готов, правильно? Готов к проведению, да, абсолютно Сколько верно. операций требуется? Ну, вот какое количество для того, чтобы вернуть, так скажем, ну хотя бы часть шевелюры? 15% от 30 потерянных. Вы знаете, это все индивидуальный вопрос, очень хороший, действительно интересный, поскольку для кого-то из пациентов достаточно одной операции, и он, увидев изменения, которые с ним произошли через 4, 5, 6 месяцев, а именно через такой срок волосы, пересаженные волосы начинают расти, замечает о том, что изменился его внешний вид, и для него это изменение, то есть он удовлетворен результатом и больше не возвращается к проблеме выпадения волос. Есть пациенты, которые пытаются более, скажем так, кардинально решить эту проблему, они приходят на повторную операцию, поскольку как бы мы ни старались, пересадить волосы с хорошей, достаточной густотой, все равно остаются небольшие промежуточки, куда все-таки еще хочется немножко добавить, досадить эти волосы. Вот почему чаще всего сама процедура, она разбивается на два этапа. Первый этап – это базовая операция, когда мы делаем базовую операцию, и дальше все решает пациент. Его устраивает
мы больше ничего не делаем. Его не устраивает, он хочет загустить, он опять приходит к нам, и мы дозагущаем нашу работу, доводим ее до логического завершения, пациент доволен, мы довольны результатом. То есть это Одна, количество две, времени. 3 операции. Бывает даже 3. Разрешите, я добавлю. Почему, например, я очень рада, что Сергей Васильевич согласился курировать нас, да, то есть и учить специалистов нашей клиники, потому что действительно не всегда нужно делать сразу огромный объем операций. Иногда правильно выполнив операцию, даже небольшим объемом, мы получаем тот эстетический эффект, который пациент уже хотел. Соответственно, экономия времени, усилий и денег в том числе, да, и Тут, поэтому... я так понимаю, очень много нюансов, да, то есть Да. направление роста, правильная рассадка. Да, Рассадка, конечно. как это звучит, конечно. Наверное, Профессионально профессионально с моей стороны. обсуждаете. А может, наоборот. Слушайте, ну я так понимаю, что это как некий момент пересадки фолликула с одной части в другую. С любой части тела это происходит или как? Или чисто вот с головы, так скажем? Но вы знаете, то есть мы подошли к вопросу об донорских зонах, да? Да. То есть та зона, откуда мы берем волосы, она называется донорской. Классическая донорская зона – это волосы затылочной части головы. Они остаются там практически всю жизнь. И именно оттуда изначально и берутся вот эти графты, именно это величина, которую мы пересаживаем, которая содержит в себе фолликулы 1, 2, 3. Мы пересаживаем в ту зону, где есть потеря. Вот. Если донорской зоны недостаточно, классической донорской зоны затылочной, на помощь нам приходит область бороды и подбородка. То есть там волосы мужчины мы бреем каждое утро, бывает уже надоедает порядком, так вот это как вариант избавиться от них. То есть мы берем их оттуда и пересаживаем среди уже растущих волос, потому что они качественно немножко отличаются, волосы затылочной зоны от волос области бороды и подбородка. То есть они чуть плотнее, чуть толще и растут все-таки не так. Кстати, ну, я же так понимаю, что вот раз мы затронули тему лица, так скажем, да, волосного покрова лица, то есть можно и на лицо также, да, пересадить? То есть если вдруг где-то не растет, не принципиально где? Можно. Можно пересадить и в область бороды, и в область усов. Эта методика позволяет и закрыть рубцовые потери. Допустим, после травмы остался шов, который, естественно, заметен, то есть может быть заметен. Данная методика позволяет нам закрыть это все. А какие есть методы перенесения фолликула волосяного? Какие методы трансплантации существуют? На сегодняшний день существует всего лишь 2 метода. Первый – это, скажем так, более хирургический, после которого в донорской зоне остается небольшой линейный рубец. Это шрам, он может быть разных размеров, от 1 мм до 2, до 3. Вот. И второй метод – это метод FEV, так называемый, метод избирательного получения графтов из затылочной зоны. То есть мы используем инструмент диаметром 0,8 мм. Это полая трубочка. При помощи различной техники мы как бы прокручиваем материал и извлекаем его уже из донорской зоны, готовой посадки. Более минимизированное такое вмешательство. Да. Но в конечном итоге после этого остаются небольшие такие, скажем, пустоты в донорской зоне, где мы эти наши волосы получили. То есть в первом случае это линейная пустота, имеющая разную длину и разную ширину. Во втором случае это просто масса точечных небольших таких они незаметны, практически незаметных. У меня финальный вопрос остался. Да? Скажите, пожалуйста, вот, ладно, понятное дело, что лысеющий мужчина – это привычное для общества, да, скажем так, явление. Обращаются ли женщины? Можно ли вообще, в принципе, обращаться по поводу пересадки? Я же так понимаю, у них тоже бывают какие-то проблемы? Конечно, да, и женщины тоже обращаются. С женщинами ситуация, конечно, сложнее, и пересадка у них имеет много нюансов и тонкостей. Тем не менее, мы уже проводили пересадку и женщинам тоже, потому что Сергей Васильевич, он обладает огромным опытом и прекрасные эффекты, но женщин нужно обязательно лечить. Если мужчина, например, может прийти и сказать, что, вы знаете, пересадите мне волосы, я не хочу ничего мазать, не хочу ничего пить, но мы действительно можем это сделать. Так. То с женщинами так не получается. Женщина должна будет Сложнее лечиться, да, должна будет обязательно ухаживать за своими волосами. Тут как бы вот сложнее Это будет. гормональная какая-то история? Да, это тоже андрогенетическое выпадение. Всё Женщины мы понятно. тоже подвержены этому, к сожалению. Спасибо большое. Специалисты по трихологии сегодня у нас были в студии. Люди, пересадки которые волос. делают людей снова красивыми. Да, и Снова. теперь это возможно прям в И Уфе. у нас. Это Вот, здорово. Если вдруг, друзья, вы задумались, то вот, пожалуйста, обращайтесь в клинику Хелио Сити и Айгуль Шатна и Батульна, человек, который вам подскажет, да. Ну и большое спасибо вернет. Сергею Васильевичу Федорову, Былую красоту. специалисту, президенту Международной ассоциации хирургов, трансплантологов и специалистов по восстановлению волос. Вот такие вот сегодня у нас специалисты были. Спасибо большое.